Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Вся хвала принадлежит Аллаху. Он одарил нас религией ислам. Он озарил нас светом веры и сделал свою религию частью и образом нашей жизни. Мы свидетельствуем о том, что Аллах един и что нет никого достойного поклонения, кроме Него. Мы свидетельствуем о пророчестве любимого Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и что был он последним из посланников. Община мусульман. Если кто-то поинтересуется, что мне нужно делать, чтобы стать ближе к своему Создателю, Всевышнему Аллаху, первое, к чему следует его призвать, это к молитве. Намаз является столпом религии, связующей ветвью между человеком и его Господом. Это прекрасное дело, которое является источником счастья для искреннего мусульманина и самое первое, за что будет спрошен человек. Если человек оберегает свою молитву и умеет ставить ее выше всех других дел, это огромный успех. И действительно, по-настоящему преуспел тот, кто с наступлением времени намаза останавливает свою работу, делает привал, если он в пути, и становится перед великим Господом на поклонение в молитве. Кто может быть прекраснее человека, который не забывает о своей молитве, где бы он ни был, осведомляется о времени ее наступления и всегда озадачен тем, где бы совершить свою молитву. Сказал наш Господь: «Поистине создан человек, подверженный порокам. Если постигает его зло, он впадает в отчаяние. Если коснется его достаток, он становится жадным, за исключением молящихся, которые совершают свои молитвы регулярно». Община мусульман. Если обязанностью нашей является каждодневный намаз, где бы мы ни были, чем бы мы ни занимались, мы не должны забывать об этом, а это означает, что намаз стал нашей неотъемлемой частью. Нас узнают по намазу и знают, кто мы есть. Следовательно, люди должны замечать, какое благо мы извлекаем из молитвы, как благодаря молитве улучшается наше качество. В противном случае мы подталкиваем людей к негативным мыслям и к негативным высказываниям о нас. Если бы в этих намазах было что-то хорошее, то ты сам стал бы хорошим, тем самым отвращая их от самой религии. В связи с этим хотелось бы обратить наше внимание на еще один факт, связанный с этим делом. Нам, мусульманам, Аллах облегчил совершение намаза, если пришло время молитвы. Где бы мы ни находились, при условии, что это место чистое, Он разрешил нам совершать там же намаз, независимо от того, есть ли в этом месте мечеть или нет. Это обстоятельство упоминается в священном хадисе. Но тот факт, что разрешено молиться в любом чистом месте, не означает, что можно молиться где угодно. Необходимо учитывать некоторые факторы, прежде чем приступить к молитве. Господь, который сказал: «Совершай намаз», также сказал: «Не мешай, не вреди, не отвращай сердца людей от религии». Все это взаимосвязано, и нужно считаться как с правами Аллаха, так и с правами людей. Но, к сожалению, есть такие мусульмане, которые не берут все это в расчет. Когда для такого наступает время молитвы, ему кажется, что все должны подвинуться, а мир вокруг него должен остановиться и подождать, пока он не закончит молитву. Из-за такого мышления он примется безответственно молиться прямо на площади или на людном перекрестке, а что еще более удивительно, на проезжей части. Запрет на совершение намаза на дорогах отражен в хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Анализируя содержание этого хадиса, ученые пришли к выводу: запрет этот обусловлен тем, что ты не можешь создавать для людей помехи, а также из-за того, что невозможно в таких условиях полноценно сосредоточиться на своей молитве. Иными словами, стоя на молитве перед Создателем, ты размышляешь не о своем Творце, а о Его творениях. Но не ты один перестаешь думать о Создателе. Своими действиями ты создаешь такую ситуацию, что люди вокруг тебя, удивленные и возмущенные твоими действиями, в эти минуты вообще не вспоминают о Боге и теряют всякую симпатию. Ты должен был бы приблизить людей к религии Аллаха красотой своей молитвы и добрым нравом, но поступаешь в точности да наоборот, внушаешь людям страх и опасения твоей молитвой. Если пришло время для молитвы, спроси себя: есть ли поблизости место для намаза? Если нет подходящего места для намаза, спроси себя: не пройдет ли время намаза, пока я доберусь до подходящего места или до дома?
Если время истечет, подумай, не найду ли я место более уединенное, где никому не помешаю и не привлеку лишнего внимания. Но прежде всего этого постарайся не попадать в неудобную ситуацию. Если ты знаешь, что наступит время твоей молитвы, и ты не найдешь подходящего места, но ты осознанно пошел на это время греха, которое ляжет на тебя. И если в каком-нибудь неподходящем месте, например, у прохода или выхода, ты стоишь в молитве, и тебе скажут: почему ты здесь встал, не вини никого, кроме себя. Но большинство так не считают, они возмущаются: нам не дают молиться, нам мешают, мусульман никто не любит. И затевают ссору, но на самом деле во многих случаях могут испытывать не любовь не к твоей религии, а к твоей манере поклоняться. Одними из важнейших качеств, которые мы должны подчеркнуть из молитвы, являются воспитание, нравственность. Но если мы своим поведением демонстрируем, что не считаемся с людьми, то мы делаем то, что Аллаху совершенно не угодно. Давайте же опомнимся. Наше отношение к молитве похвально, но мы также должны думать и о последствиях публичной молитвы. Бывает так, что не задумываясь, мы делаем одно маленькое дело, а оно оборачивается катастрофой. Ведь для того, чтобы сжечь сток сена, достаточно одной маленькой искры. Да приведет нас Аллах к наилучшему исходу, да хранит Аллах наши молитвы и да хранит нас для нашей молитвы. Да предстанем мы перед Всевышним, возвысившими Его религию и достойными ее.